Это деревня Варклет-Бодзя Агрызского района. По моему наряду можно понять, мы в гостях у удмуртов. Больше 300 километров от Казани и 80 километров до Ижевска. Деревня находится на границе двух республик. Деревню основали больше 200 лет назад выходцы из Удмуртии. Название свое берет от реки Варклет, которая здесь протекает. Бодзя – это родовая группа. Живя в Татарстане, мы смогли сохранить нашу индивидуальность. У удмуртов Варклет-Бодзи за сотни лет появился уникальный диалект благодаря татарскому языку. Говор немножко другой, потому что мы живем в Татарстане. У нас как бы немножко какая-то ассимиляция произошла языков. Если мы говорим «качиманишкот», вот так. А если другие скажут, литературные тоже «качиманишкот». А вот у нас как бы, как на татарском языке, вот этого звука «ы» нету, у нас тоже его нет. У нас находится в центре села, и тут у нас находится Буджин-Куала. Великое место. Куала – это сооружение. Жители Варклет-Бодзи – язычники. Правда, не любят себя так называть. Говорят, они просто верят в силу природы. Вот и в деревне много священных мест. Вот в одном месте, например, девушки обряд совершают. В одном месте мальчики совершают обряд. Еще есть основное место, где мы после весенних полевых работ совершаем такие молебенные, ритуал. Сегодня в деревне около 300 жителей. Все в основном заняты в сельском хозяйстве. У многих свои ЛПХ, в каждом подворье по 3-4 коровы. Есть свой клуб, библиотека, детский сад, начальная школа. Средняя находится в соседнем селе Кучуково. Оно татарское. Ученики по выбору изучают и татарский, и удмуртский языки. Живем это в дружбе всегда очень хорошо. Когда у нас бывают большие концерты, мы их приглашаем, а в свою очередь, когда, допустим, это бал-маскарад или осенние праздники, они приглашают обязательно нас. Когда еще не был на пенсии, работали вместе с жителями Варклет-Бодзи. Столько всего вместе прошли. Я, конечно, не смог выучить удмуртский, а вот они молодцы. С нами свободно на татарском разговаривали. У нас проходят и совместные ярмарки. Ну куда же без национальной еды? Сегодня мы будем готовить удмуртские перепечи. Нам помогут Любовь Геннадьевна и Жанна Петровна. Любовь Геннадьевна займется тестом. Расскажите, пожалуйста, что нам нужно? Нам надо ржаной муки. Берем одну часть ржаной муки. Пшеничная мука нужна. Пшеничной муки берем в 2 раза больше ржаной. Добавляем растительное масло, соль по вкусу, заливаем водой и все перемешиваем. Пару минут и тесто готово. Приступаем к начинке. Начинка к перепечам может быть разной. Но может быть с капустой, может быть с грибами, но у нас сегодня мясной. К мясу добавляем лук и 10 яиц. Заливаем молоком. Начинка должна быть жидкой. Перепечи готовят в настоящей печи. Вот так, прямо на улице. Ну что, всего несколько минут и перепечи из печи готовы. Давайте попробуем. Горячо. Вкусно. В репертуаре народного коллектива «Инвиз», что в переводе на русский «Горизонт», песни на 3 языках. Варклет-бодинцы чтят и сохраняют свои обычаи, уважают и любят традиции соседей татар. Даже празднование окончания весенне-полевых работ называют чаще не Гырон-Беттон по-удмуртски, а Сабантуй по-татарски. Такое название ближе, говорят. Это один из любимых их праздников. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Агрызский район. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.